Здравствуйте, в эфире «Чегемская правда». Сегодня мы будем говорить о некое продолжение темы политтехнологов. Вот это скандал с политтехнологами, тем более вот на прошлой неделе Генпрокуратура пришла к выводу, что, собственно говоря, российские политтехнологи, которые так активно участвовали в наших муниципальных выборах, в общем-то, уголовного преступления не совершили, что их проступки, они как бы умещаются в административные правонарушения. При этом про людей, активистов, которые их, собственно, разоблачили, вывели на чистую воду. По ним идет до сих пор расследование. Проверка идет, да, и вот как бы что же они в итоге совершили и вписывается это в законодательство или нет, в общем-то, пока неизвестно. Но такое длинное вступление. У нас в гостях Ишсоу Какаля, зампредседателя партии Айтгалера. Он, говоря уголовным языком, является фигурантом этого дела. Ишсоу, добрый день. Вообще какие-то новости есть по этому поводу? Нет, абсолютно никаких новостей нет. Кстати говоря, сегодня какое? 15 число? Сегодня 15 декабря. Вот как раз 40-й день после событий, имевших место 5 ноября, прошло 40 дней. Вот. Этих 40 дней не хватило нашему правосудию, чтобы определиться и дать правовую оценку произошедшему 5 ноября. А произошло следующее, я об этом многократно уже говорил, повторяю еще раз. Значит, в Республику Абхазия, в суверенную страну, прибыли 3 политтехнолога, которые активно занимались вмешательством в процесс предвыборной кампании в органы местного самоуправления. О том, что такие процессы в Абхазии проходят, что такие нарушения есть, мы неоднократно заявляли на личных встречах с руководством страны, в эфире Абхазского государственного телевидения и так далее. Однако никто не отреагировал, и впоследствии на это отреагировали мы уже самостоятельно. Вот уже 40 дней, как никто не взял на себя ответственность за то, что люди находились на территории Абхазии. Никто еще ответственность на себя не взял. Анонимные каналы нам отвечают на наши заявления, на наши публикации, отвечают анонимные каналы. И вот последние дней 10 пошла тенденция такая. Такую модель выбрали, говорить о том, что раньше политтехнологов не было в Абхазии. Отвечаю, раньше политтехнологи в Абхазии были, привозили политтехнологов, но за них брали на себя ответственность конкретные штабы. Соответственно, и за все, что они делали, тоже. Понимаете, в данном случае никто на себя ответственность не взял. Получается, что это люди самостоятельно приехали в страну, и вот так вот им захотелось участвовать в выборах. Они пиарили команду Абхазии, которая является командой президента, как нам известно. Но, несмотря на это, наши власти от них открестились. Никто за них на себя ответственность не взял. Но вообще, насколько вот, ты все-таки долгие годы работал в системе прокуратуры, насколько по твоей оценке соответствует вот это решение о том, что те правонарушения, которые совершили политтехнологи, они как бы подпадают исключительно под административный кодекс? Значит, есть кодекс об административных правонарушениях, есть уголовный кодекс. Вот. Есть такое понятие, как правоприменительная практика. И эту практику создают непосредственно прокуратура и суды. Следственные подразделения МВД, прокуратуры и впоследствии судебная ветвласть. Значит, нынешним руководителям органов прокуратуры значит, они видят это преступление именно в ракурсе административного кодекса. Что я имею в виду? Есть масса статей Уголовного кодекса, которые они нарушили. Но руководство Генпрокуратуры посчитало, что
их действия необходимо квалифицировать именно по административному кодексу, а не по уголовному. Исходя из общественно-политической ситуации, ну и, видимо, каких-то остальных аспектов, они приняли именно такое решение. Чем продиктовано это решение, чем они руководствовались в данном случае, какая логика их привела именно к ограничению административного кодекса, мне сказать очень сложно. Это уже непосредственно вопрос к ним. Это они должны раскрыть и так далее. Понимаете? В данном случае я вижу состав уголовно наказуемого деяния, на мой взгляд. Они видят это иначе. Ну, видите, как в этом и разница между нами. А вообще как вписывается? Вот 40 дней прошло, говорят. Сколько там? Вообще процессуальная процессуальная проверка проводится в течение 30 суток, потом может быть продлена до 60 суток. Потом в случае возникновения необходимости, которую необходимо обосновывать, ее можно продлевать еще на месяц и так далее. Но с другой стороны... Вон, вы помните по Валерию Владимировичу Агриппу, Славику Агриппу, когда его оклеветали, что он в парламенте стрелял якобы. Да. Он тогда обратился с жалобой, эта проверка длилась более года. Не могли определить, это он стрелял или не он стрелял, понимаете? Более года проверку заканчивали, потом снова отменяли решение, ну и так далее. Это, в общем-то, свои уже процессуальные, как говорится, заморочки. Но я не юрист, но тем не менее для меня вообще сама ситуация была достаточно странной. Вот тогда, 5 ноября, когда вы накрыли эту группу политтехнологов, потом приехали представители правоохранительных органов, там, я так понял, были представители спецслужбы, представители МВД, СГБ. МВД, СГБ, да, то есть, собственно говоря, вы им как бы объяснили, то есть, что вот эти люди так и так с нарушением законодательства существующего здесь осуществляли свою деятельность, да. Представители спецслужб забрали и, собственно говоря, то ли в тот день, то ли на следующий день от греха подальше их вывезли и там как бы посчитали, что вот они вытворили их из страны. Потом обозвали это выдворением. Выдворение, да. Потом была тишина такая, потом уже, ну, как бы со стороны власти. Потом уже, в общем-то, через 2-3 недели они, после того, как российские следственные органы открыли уголовное дело, да, то есть возбудили уголовное дело, тогда уже президент заявил о том, что вот как бы мы не имеем... Процитировал Конституцию. Процитировал Конституцию о том, что вот граждан Абхазии мы не выдаем, о том, что политтехнологи, то есть как бы нехорошо поступили и так далее. Потом, через несколько дней спустя было интервью Кириенко, которому наши журналисты задавали вопрос как раз вот по этой всей ситуации. И Кириенко сказал, что они, конечно же... Дал политическую оценку. Дал политическую оценку, да, вот. Собственно говоря, тогда я вообще, ну вот, с русского на русский переводить, там разные трактовки, конечно, есть, но я понял так, что, ребята, если вы не заводите уголовные дела, сами не пытаетесь... Если вы не в состоянии дать правовую оценку... Дать правовую оценку, то есть мы сами дадим тогда правовую оценку. Да, мы суверенное государство, Да, и мы имеем право давать оценку такую, какую мы считаем нужными. Никто не вправе нас упрекать или указывать нам, что нам делать. Да. Вот какой подтекст был. Да, сейчас вот как бы наши потом зашевелились. Финал. Здесь давайте мы отделим, как говорится, одно от другого. Здесь вот это уголовное дело, которое возбуждено в Российской Федерации, это чистой воды политический акт. К уголовному процессу данный факт отношения никакого не имеет, скажу почему. Самую жесткую, вот насколько мягкую оценку дала прокуратура Абхазии, насколько жесткую оценку дали следственные подразделения Российской Федерации. Они возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Понимаете? То есть, ну, хуже, здесь осталось только покушение на убийство еще вменить, все остальное уже вменили. Понимаете? То есть, самая жесткая оценка была дана. И здесь у нас дали самую мягкую оценку. Это постфактум уже, да? Постфактум, да. Понимаете, о чем-то, наверное, это говорит. О чем-то, наверное, это говорит. Вот. Для того, чтобы доказать разбойное нападение в данном случае, необходим целый комплекс следственных мероприятий, которые Российская Федерация не проводила априори.
Оно известно, что не проводило. Ни осмотра места происшествия нет, ни орудия преступления нет, ни всего остального, что должно быть во время разбойного нападения. Этого всего нет. Но это не помешало возбудить уголовное дело, объявить нас в розыск и заявить о том, что мы дальше будем этот розыск по линии Интерпола объявлять. Страна, находящаяся под санкциями, вдруг нас на Интерпол, оказывается, будет объявлять. То есть, понимаете, вот максимальная такая информационная атака была совершена. И самое такое интересное, и можно даже сказать подозрительное, заключается в том, что эта информация была выпущена в СМИ за 2 дня до оппозиционного съезда Форума народного единства Абхазии. О том, что дело возбуждено до того, как объявили о возбуждении, лично я знал дней за 10. Мне об этом было известно. Вот. И почему-то за 2 дня до съезда эта информация попала в средства массовой информации. Почему это было сделано, кто это спланировал и для чего, какие цели преследовались, остается догадываться. Понимаете, с точки зрения политического процесса, в данном случае власть получила большой минус, большой жирный минус. И понятно почему. Мы, представители оппозиции, неоднократно об этом заявляли. Мы прорвались, не побоюсь этого слова, именно прорвались в эфир Абхазского государственного телевидения не для того, чтобы нам покрасоваться перед кем-то, а для того, чтобы гарантированно донести до руководства страны, что мы фиксируем нарушение закона, Конституции и всего остального законодательства Абхазии. Мы об этом заявили в эфире Абхазской государственной радиокомпании. Я убежден в том, что наш эфир смотрел и президент, и все те, кто отвечает за внутреннюю политику. Я в этом абсолютно убежден. И не слышать то, о чем мы говорим, они не могли. Соответственно, когда мы пришли туда на место, туда были приглашены сотрудники милиции, сотрудники СГБ. 2 оперативные группы были на месте происшествия, если это происшествие, если мы называем это преступлением. Теперь возникает вопрос, когда они вернулись, когда сотрудники милиции вернулись на свои рабочие места, когда сотрудники СГБ вернулись на свои работы, они должны были написать акты, должны были написать рапорты, должны были изложить, что они увидели на месте происшествия. Вот для меня загадка, что они там написали. Вот как они доложили своему руководству, что они увидели. И если они увидели преступление, они должны были его пресечь, однако подобных действий на месте не было. И если они не увидели преступления, тогда какая проверка сегодня в отношении нас идет, я не могу понять. То есть, понимаете, у нас одно другому противоречит систематически. Сталкиваются все время. Ну, я вообще так думаю, почему это не было сделано. Мне кажется, не было сделано, потому что и те же политтехнологи в тот же день, там, или, опять же, как-то оперативно были вывезены за пределы страны, в силу того, что, опять же, этих политтехнологи не сами пришли по своей инициативе там, и участвовали в этих выборах. Их кто-то привез. Ну, кто это кто-то? Давайте так, или... Да, ну, тут сами представители власти. Инал, послушайте меня, здесь 2 стороны в политическом процессе. Власть и оппозиция. Мы их объективно не могли привести. Мы же не могли вскрывать людей, которых мы сами привезли. Соответственно, их привезла власть, которая открестилась от них. Понимаете, как? И, видимо, некие обязательства перед этими людьми или теми, кто их прислал. Сегодня вот эти обстоятельства и диктуют ту оценку, о которой мы говорили выше. Оценку, данную прокуратурой. Вот оно и складывается. Ну, мне кажется, вот сама ситуация, она же касается не только, условно говоря, вот этого отрезка, там, связанных с выборами в муниципальные органы власти, местные органы власти. Вы понимаете, как давайте фиксировать то, что происходит. Первое. Наша власть борется с инакомыслием в стране, с оппонентами, скажем так, силами Российской Федерации. Отсюда у нас лишение гражданства, отсюда объявление иноагентами тебя, НИСФы, ИЗИДы и так далее. Вот этим же звеном в цепи является уголовное дело, которое сейчас возбудили. Понимаете, и возбудили в отношении 15 человек. Более того, там есть, Кан уже говорил об этом, я повторюсь, в этом списке есть люди, которые на месте происшествия вообще не находились. Вообще в городе Сухум не находились, один вообще в Абхазии не находился. Но он в этот список попал. Понимаете, эти политтехнологи называют людей, которых в жизни не видели, с которыми в жизни не сталкивались. То есть они
подачи. Соответственно, напрашивается вывод о том, что кто-то им этот список подает. Кто этот список может подать? Как вы думаете? Конечно, наши местные, скажем так, заинтересанты, назовем их заинтересантами. Там, в каких они кабинетах сидят, сейчас сложно говорить. Но все указывает на это. Слишком много косвенных доказательств, указывающих на очень такую неблагоприятную, неблагопристойную картину. Понимаете, как вообще в уголовном процессе, когда много косвенных доказательств, оно рассматривается как одно более-менее увесистое доказательство. Но сама ситуация, мне кажется, вот это ж, опять же, возвращаясь к той мысли, то, что это не вот короткий временной отрезок, там, связанный с муниципальными выборами, потому что и ты говорил о том, что у нас там в разные периоды там всяких выборов были политтехнологи. Да. Но как только выборы заканчивалась эта работа политтехнологов, но мы видим, что у нас уже в течение как минимум там больше года, да, вот президента Абхазии досрочно вынудили тогда Аслана Абжани уйти в отставку, и потом вот начались президентские выборы, и такое ощущение, что эти выборы не закончились, они продолжаются. При этом тогда вот этот градус, который задал Аслан Абжани задолго до своей отставки, о том, что вот он здесь как бы такой оплот российских сил, а все, что ему противостоит, это вот антироссийские силы. И вот этот градус, он как бы... Повестку эту оставил. Да, эта повестка вот до последнего... сегодня. Да, до последнего времени она тянулась. До последнего времени тянулась, и вот эти политтехнологи, они, в общем-то, вот в этой цепочке вот как бы один из винтиков этой цепочки был. С другой стороны, потом, в конце концов, мы дождались наконец, что вот там заявили о том, что у нас антироссийских сил нет. Заявил кто об этом? Ну, Кириенко заявил, потом Бадра Гумба. Бадра Гумба где такое заявил? Ну, вот Я не слышал во время встречи с представителями ветеранской организации, которые там вошли вот в этот совет. Так очень долго и упорно он раскручивал эту тему, но в конце концов сказал, что у нас нет. Тем не менее, вот нам понадобился вот такой огромный период, чтобы сказать об этом. У нас была создана летом, если я не ошибаюсь, в конце июля была создана парламентская комиссия, но опять же через вот эти все анонимные помойки, которые активно поддерживали и поддерживают власть, мы, в общем, тогда поняли, что они пытаются затормозить этот процесс парламентской комиссии, работы парламентской комиссии, которая должна была дать ответ, есть ли у нас здесь какие-то антироссийские силы или нет. Но, в общем-то, они свое дело сделали. Потому что существовали, я вот тогда специально смотрел за теми публикациями, которые шли вот в этих анонимных телеграм-каналах, и они сводились к тому, что вот эти депутаты, которые участвуют в работе этой комиссии, они вот обязательно будут там либо лишены гражданства, либо объявлены там иноагентами. Ну, короче, вся вот эта кара, которая существует в этой связи, она будет обрушена на них. И в итоге, мне кажется, это сработало, ну, эта парламентская комиссия, она вообще не заработала. То есть ни одного дня не проработала. Вот мне бы хотелось бы все-таки, да, у нас власть не может, как бы, не является активным, вот как-то она самоустранилась от политического процесса, да, она ограничила себя определенным функционалом, там чего-то там открывают какие-то памятники, где-то что-то какие-то праздники поздравляют. То есть власть не берет на себя ни за что ответственность, никакая. Астамур Таня, мой друг и постоянный эксперт нашей передачи, он называет отстранилась от субъектности. Да? Ну, так тоже можно сказать. Да, довольно точное выражение. От субъектности. Вот и поэтому как бы у меня, по крайней мере, была надежда на парламент, что парламент все-таки это как бы... Несмотря на то, что
Несмотря на... он проявит В эту результате, субъектность. несмотря на то, что в результате вот этой повестки бжаневской о том, что в Абхазии все, что против продажи, все антироссийское, Да. несмотря на это, и несмотря на то, что в результате этой повестки их коллегу, в первую очередь их коллегу, представителя законодательной ветви власти, в отношении представителя ветви власти применили персональные санкции, наши парламентарии как-то ушли в сторону и побоялись взять на себя ответственность. Вот надо называть вещи своими именами. Побоялись взять на себя ответственность и дать однозначный ответ, хоть на что-нибудь уже в конце концов. Понимаете, как? Почему я так говорю? Я прекрасно помню, как вот это вот наша парламентская вот это вот, понимаете, когда забор построили, промолчали, Бжаня принуждал их к ратификации соглашения по Пицунде. И они В 5 утра, начали, да. в 5 утра они это сделали. Впоследствии, в общем, всю дорогу парламент пытался отбиться. Не принять решение четкое, внятное, а все время пытался отбиться, уйти в сторону. Вот эта привычка, она осталась, и вот эта комиссия сейчас, она это показывает, понимаете, прямо указывает на это. Понимаете как? Это очень важный момент. Законодательная ветвь власти, она помимо законодательной функции обладает представительской функцией и функцией надзора, контроля, в том числе за исполнением Конституции и закона в целом. Понимаете, вот эта функция, на мой взгляд, она используется крайне слабо. Вообще у нас сегодня в стране наблюдается кризис ответственности во всех смыслах этого слова. Никто не хочет брать на себя ответственность, и никто никому эту ответственность не вменяет. Понимаете как? Президент страны – гарант Конституции и глава исполнительной ветви власти. И, на мой взгляд, президент как президент должен одним из первых реагировать на все, что в обществе происходит, на все те процессы, которые способны дестабилизировать ситуацию в обществе. И общественную, и политическую ситуацию. То, что случилось 5 ноября, однозначно дестабилизировало внутриполитическую ситуацию в стране. И он, как президент, обязан сделать все от него зависящее для того, чтобы эту ситуацию как можно быстрее стабилизировать. Понимаете, вот эта вот неспособность оперативного вмешательства в происходящие процессы и привела к тому, что 15 ноября случилось, что Бжаня ушел в отставку. И все вот эти кризисы, они были обусловлены, политические кризисы, были обусловлены именно неспособностью власти реагировать на те процессы, которые протекают в обществе. Неумением реагировать. Неумение, неспособности, нежелание, там можно много разных слов применить, но факт остается фактом. Я говорил и повторяю еще раз. За все происходящее в стране ответственность несет в первую очередь власть. Сошла с ума оппозиция, начала, извините, на ушах ходить. Значит, власть до этого довела. Значит, власть не купировала эти процессы. А как можно их купировать? Либо наказанием виновных, либо диалогом. У диалога в нашем обществе острый дефицит. Острый дефицит. Ну, наказывать виновных тоже абхазская власть не наказывает. Инал, вот это вот, я уже говорил и повторю еще раз. В Абхазии нет монополии на силу. В Абхазии нет монополии на принуждение. Это иллюзия, это очень опасная иллюзия. И сама история Абхазии это доказывает очень красноречиво. Нет в Абхазии возможности у власти надавить на кого-то и заставить его делать то, что несправедливо, и то, что незаконно. Если между незаконностью и если между законностью и справедливостью не будет знака равенства, такую законность общество абхазское не примет. Понимаете? Абхазское общество ответит незаконностью. Это происходило много раз, это не нужно доказывать, это само собой разумеющееся. Понимаете как? И я абсолютно убежден, что если мы общественно-политическую ситуацию в стране не стабилизируем, мы получим обязательно очередной политический кризис. Ну, какие-то... В этой ситуации с этими политтехнологами связано или с чем-то другим, но мы получим этот конфликт. Понимаете? Не бывает, так не бывает. Вот когда слабый указывает сильному и пытается впихнуть ему свою версию, это кончается, как правило, конфликтом. Я это говорю для того, чтобы призвать в первую очередь нашего президента и всю исполнительную ветвь власти к тому, чтобы
начали искать выход из ситуации. Если они этот выход должны искать, в их руках все рычаги управления страной. Абсолютно все. Вот на съезде форума Народного единства прозвучало там как бы пожелание, предложение, там как бы готовность, ну, по-разному. Скорее готовность. Готовность как бы сесть и обсудить там с властью, да, вот существующий клубок. Да. И тут возникает вопрос, вот, чего общество ждет от нас, от оппозиции в данном случае? Вот что мы должны сделать, по мнению общества? Тут недавно до меня дошел разговор, что я на грани оскорбления, кажется, выступаю. Ну а как мне больше выступать? Ну как, что мне больше делать? Скажите, пожалуйста. Так сказал, не слышат, так сказал, не слышат. Ну как мне еще выступать? Сжечь себя на площади? Ну, чего ждут от нас? Вот что хотят, чтобы мы сделали, оппозиция? Чтобы мы умерли, чтобы было комфортно, асфальт класть и ленточки резать? Этого не будет. Хорошо, ну вот было озвучено вот это со стороны оппозиции о своей готовности встретиться там с руководством страны. Потом уже и разные там заявляли персоны, в том числе, кстати говоря, где-то я видел, Компартия тоже говорил о том, что вот, мы об этом 6 лет уже говорили. Да, в этом контексте есть какая-то коммуникация? Есть ли пожелание власти встретиться? Вот что-то есть, какие-то сигналы? Я отвечу так. Значит, пожелание власти в данном случае. Что такое пожелание власти? Чем она обусловлена? Реакция. Реакция, ну, я еще не слышал о такой реакции. Другое дело, что мы очередной раз выдвинули инициативу сесть, встретиться, поговорить. Отказа мы еще не получили, во всяком случае. И согласия не получили, но и отказа не получили. Вот. Диалог необходим, это факт. Мы привыкли к очень нехорошим вещам и приучили к этому наше общество, к большому сожалению. Вот эти процессы, мы, кстати, с вами об этом говорили, вот первое интервью, которое я вам давал, оно было в руке инициативы нашей, если помните. Помните, когда мы выдвинули инициативу, там, прийти к общему согласию и так далее, и дорогу показали, и видение свое, и готовы были взять на себя определенные обязательства и так далее, но тогда эта инициатива разбилась об избиении ветеранов. Очень важная, на мой взгляд, инициатива, и должен еще раз повторить, что ни одна оппозиционная организация за все послевоенное время в Абхазии с подобной инициативой не обращалась к власти. И я был уверен в том, что власть ухватится за эту возможность и реализует ее в полном объеме. Вот. Однако потом, что было, мы все видели, и так далее. Да. Понимаете, диалог необходим. Мы привели к тому, что наше общество утратило доверие к нашей власти и к нашему государству. Нравится нам или не нравится, но власть и государство это... И не только, мне кажется, вообще доверие к политическим институтам, оно сильно стало подорванным. Понимаете как? Ну, почему не доверяют оппозиции? Давайте, народ должен объяснить, почему нам не доверяют. Или почему не доверяют власти. Понимаете, на политическом поле Абхазии два актора. Оппозиция и власть. Все, других нет. Их априори нет. Понимаете? И вот эта борьба, назовем ее так, политическая, она никуда не делась. Она здесь, она с нами живет ежедневно. Понимаете, мы занимаемся этими процессами. Нравится кому-то, не нравится, но мы занимаемся и будем заниматься этим дальше. Планируем заниматься. Мы здесь живем и планируем жить дальше. На все воля Божия, конечно, но умирать никто не собирается. Если вот отталкиваться от того, что вот, собственно, как вот это все у нас разворачивается, да, то есть вот некое позднее зажигание, когда мы там вспоминаем, что у нас что-то, в общем-то, там происходит в этой стране, да, только после того, как, там, условно говоря, там уже и высказался и российский государственный чиновник, да, там высокопоставленный чиновник и так далее, мы там начинаем вот что-то говорить. Чего мы хотим вообще?
Ну вот мы привозим политтехнологов, я вот раньше мне как-то было больше понятно. Это очень важный вопрос. Да, мне было понятно в 90-е годы, когда мы жили в большой нужде, но тем не менее было... Это очень важный вопрос, Да. и нам необходимо на него ответить. Что мы хотим, куда мы идем, и в чем мы готовы себя для достижения этой цели ограничить. Это вопрос, наверное, самый основной. Здесь важно вернуться в историю. С чего начинали мы вообще? Мы в республике Абхазия на своей земле оказались в меньшинстве. Таким бесправным населением чуть не стали на своей же земле. Вот. Это стало поводом для национально-освободительного движения. И мы, как нация, понимали, что для того, чтобы выжить на этом свете, нам необходимо независимое государство. Это единственное условие нашего выживания как этноса. Я говорил об этом, повторюсь еще раз. Никому, кроме нас, абхазов, это выживание не нужно. Чтобы мы выжили, чтобы мы были хозяевами, хорошими хозяевами на своей земле и так далее. Кроме нас это никому не нужно. Только нам это надо. Я более точно сформулирую. Кроме нас, больше, чем мы, о нас, о себе мало кто будет думать. Конечно, это само собой разумеющееся. Вот. Началась война, это стало причиной войны с Грузией. Мы эту войну выиграли, героически сражались, доказали всему миру, что мы имеем право на существование, имеем право на независимое государство, освободили свою территорию. После этого нас загнали в экономическую блокаду в надежде на то, что эта блокада нас переубедит и заставит отказаться от поставленной цели. Но несмотря на это, эту блокаду мы выдержали, и все испытания, которые на нас обрушились, мы пережили и добились признания, дождались признания. В 2008 году, как известно, президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев подписал указ о признании, международном признании независимости Республики Абхазия. То есть признал Республику Абхазия субъектом международного права. Вот, впоследствии были подписаны договоры с Российской Федерацией о дружбе и сотрудничестве, стратегическом партнерстве и так далее. То есть масса соглашений международных было подписано, на основании которых, кстати говоря, на территории Республики Абхазия сегодня находятся базы, военные базы Российской Федерации. Впоследствии появились руководители, которые попытались торговать. Мы хорошо помним, как Аслан Джаня ездил по стране и сообщал обществу, что если мы не подпишем соглашение, если мы не примем закон об апартаментах и там кучу его инициатив, то у нас выведут войска, лишат нас пенсии и так далее, и так, ну дальше по списку, все это хорошо всем известно. Вот, но это дело не только Аслан Джаня. Хочу напомнить, что отдельные представители политического истеблишмента Российской Федерации пытались вразумить недалеких абхазов, в кавычках, что если мы не реализуем инициативы, предлагаемые Асланом Джаня, у нас могут начаться серьезные проблемы. Вот. Отдельные представители политического истеблишмента России этим занимались. Это я к тому, что потом Сергей Владимирович говорил о том, что России эти соглашения были не нужны. Ну как же были не нужны, если их представители пытались давить на абхазское общество, на оппозиционную среду, в том числе, кстати говоря, посол Российской Федерации, официальное лицо. Все это имело место. И мы это все хорошо помним. Вот сегодня вдруг оказалось, что все эти соглашения были не нужны Российской Федерации. Ну, дай Бог, чтобы так оно и было. Дай Бог, чтобы так оно и было. Но, видите, как здесь немножко есть такой диссонанс во всем этом. Вот куда мы идем, вопрос был, и какая у нас цель. Я считаю, что наша цель – укрепление правового, демократического, суверенного абхазского государства. Укрепление его на стадии исполнения законодательства, укрепление его в экономическом смысле, в военном смысле, конечно, в демократическом смысле. Обязательно в демократическом смысле мы должны развиваться. И я считаю, что в этом смысле мы достигли определенных результатов. Без сомнений.
Мы научились проводить выборы. Как бы кто ни жаловался, кто бы как ни говорил, что мы проводим неправильно выборы, мы их проводим. У нас альтернативные выборы проходят. Выборы президента, выборы депутатов Народного собрания, выборы депутатов местного органа самоуправления. Однозначно эти выборы проходят у нас на демократической основе и в рамках действующего законодательства. С этим спорить очень сложно. Мы неоднократно меняли политические элиты страны. Мало кто на территории Советского Союза, какое государство из числа постсоветских, может похвастаться тем, что делаем мы. Кому-то это кажется серьезной проблемой, я считаю, что это очень серьезный показатель уровня демократичности. Это наше достижение, которое мы должны беречь как зеницу ока. Я в этом абсолютно убежден. Вот, нам необходимо выводить на новый уровень вопросы репатриации и демографии. Нам остро необходимо развивать язык. Нам остро необходимо выходить на новый уровень правовой культуры. Но в решении всех этих вопросов, которые я перечислил, локомотивом должна быть именно исполнительная власть. Не оппозиция, не интеллигенция, а именно власть. На своем примере и не покладая рук, как говорится. Вот тогда общество увидит, что, знаете, великий патриот 20 века, один из великих патриотов 20 века, Шарль де Голль, в свое время сказал, что легитимность власти формируется из тех идей, на которые она вдохновляет общество. Из ее способности обеспечить единство нации и преемственность в сложные времена, когда Родина в опасности. Я считаю, что это очень емкое и очень точное определение. На что вдохновляла нас, скажем так, на что нас вдохновляла власть во времена Владислава Григорьевича Харценко? На борьбу, на уважение к себе как к народу, к этносу, как к государственности и так далее. На что нас вдохновляли последующие руководители? Сергей Васильевич нас вдохновлял на то, что надо экономически развиваться, что необходимо развивать инфраструктуру и так далее. Ну, в общем, каждый президент оставил свой след, хорошо известный в обществе. И на что нас вдохновляла предыдущая власть, и на что нас вдохновляет нынешняя власть. Короче, мы будем искать вдохновение все-таки. Нет, его необходимо искать. Понимаете, вот, нас все время обвиняют в том, что мы власть меняем, что у нас чуть ли мы что-то страшное делаем. А что вы там такого, по большому счету? Если власть сошла с ума, если власть не слышит ни закон, ни логику, ни морально-этические принципы, а что с ней остается делать? Если что-то надо делать, значит, правильно, ее демонтировать надо. Правильно, если она действует вразрез с интересом государства, вразрез с интересом нации, вразрез с интересом общества. Что это за власть такая? Это уже преступная власть. Но здесь я при этом хотел бы отметить одну важную деталь. У нас уже несколько раз произошла Ничего не изменилось. Досрочная пересменка власти. При этом я не говорю о том, что вот как бы расследовать уголовно и так далее. Не было ни одной попытки дать политическую оценку произошедшему. Почему не было? Мы же обратились с этим. Мы, кстати, с вами просили именно об этом. Нет, я имею в виду, вот, допустим, там, я не знаю, парламента, потом впоследствии там президента новоизбранного. Ну, я имею в виду, Инал, я все понимаю. Да. Инал, вот наша инициатива эдгалеровская, она была именно об этом, дать политическую оценку произошедшему и тут же какую-то амнистию такую объявить для всех. Но при этом для того, чтобы объявить амнистию, необходимо признаться всем, что они поступили неправильно, что так делать нельзя. Понимаете, но здесь палка о двух концах, как говорится. С другой стороны, вот на примере вот этих политтехнологов, Минал. Зачем далеко ходить? Вот у нас очередной кризис. Кричали, орали, указывали, заявляли. 0 реакций. Реакции 0, правильно? Получили кризис политический. Завтра опять какая-то ситуация возникнет, снова будем кричать, орать, доказывать, показывать, опять реакция 0. По закону куда идти? Ну как по закону с этим бороться?
Вот прокуратура рассмотрела, дала заключение. Оно вас устраивает? Вот вас, как гражданина, оно устраивает? Нет, меня вообще не устраивает. И когда меня не устраивает. Понимаете? А как быть тогда? Вот куда идти? Вот я сегодня здесь сижу, вам даю интервью в надежде на то, что мое интервью возымеет какое-то действие. Но, к сожалению, вероятнее всего, на мое интервью ответят анонимные каналы, которые курирует наша власть. Ну, все указывает на это, понимаете как? Наша власть привезла в Абхазию людей непонятных, которые действуют в рамках своего мировоззрения, своих морально-этических принципов, весьма далеких от наших морально-этических принципов. Понимаете как? И они своими действиями не стабилизируют никак ситуацию в обществе. Ну скажите откровенно, вот эти анонимные каналы, которые сегодня работают, они стабилизируют ситуацию в обществе? Конечно, нет. Они подливают масло в огонь. По логике тех, кто эти каналы сегодня ведет, по логике тех людей, которые занимаются непосредственно комментариями, публикациями в этих анонимных каналах, они считают, что они с нами борются, и считают, что борются успешно. Я все-таки как бы шел буду закругляться. Конечно, проблем нет. Да, мы начали с политтехнологов, поговорили о том, какое должно быть государство, какие цели и задачи должны стоять у этого государства, у этого общества, которое должно знать, почему оно выбирает власть. Собственно говоря, вернулись, в общем-то, опять к политтехнологам, такой какой-то замкнутый круг. Тем не менее, Ишсол, большое спасибо. Вам спасибо. Сегодня у нас в гостях был Ишсол Какали, зампредседателя республиканской общественной организации Айтгалара. Говорили о дне сегодняшнем. До свидания, до новых встреч. Подписывайтесь на нас, комментируйте, как бы показывайте, что вы нас смотрите, и нам будет это как бы приятно. И, в общем-то, это... Если нам будет приятно, мы еще больше. Да, мы еще больше будем в эфире. Спасибо, до свидания. Спасибо.